Педагогический колледж. Готовы, да? Да. Да, мы готовы. Ну, 11 уже. Через пару... Ага, хорошо. Через пару минут начнем. Да, спасибо. Начинаем, да, если все готовы, нам подключились и на YouTube тоже смотрят наш вебинар. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Институт развития профессионального образования продолжает цикл вебинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения и удаленной работы». Целью данного вебинара является методическая помощь, распространение и опыт работы, также выявление лучших практик организации по данному направлению в профессиональных образовательных организациях. На сегодня Институтом развития профессионального образования организовано и проведено 10 вебинаров. Сегодня у нас завершающий 11-й вебинар, участниками которых стали 11 профессиональных образовательных организаций, 34 педагогических работника с охватом более 1200 слушателей. В связи со сложившейся ситуацией в мире, с марта месяца вся работа и все образовательные программы среднего профессионального образования реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Вот и заканчивается учебный год, и весь завершающий этап учебного процесса, в том числе и защита выпускных квалификационных работ наших студентов, также проходят с использованием дистанционных образовательных технологий. И в таком же формате проходят демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Сегодня у нас 11-й завершающий вебинар, и в вебинаре «Лучшая практика организации дистанционного обучения и удаленной работы» выступят со своей лучшей практикой работы две профессиональные образовательные организации. Это Якутский педагогический колледж имени Степана Филипповича Гоголева и Якутский сельскохозяйственный техникум. Сейчас я вас ознакомлю с программой. Мы сейчас увидим трансляцию онлайн-защиты выпускных квалификационных работ студентов по специальности музыкальное образование Якутского педагогического колледжа. Дальше выступит спикер Виктория Георгиевна Филиппова, педагог, преподаватель высшей категории, расскажет нам о разработке электронного учебного пособия на примере по учебной дисциплине английский язык. Также мы переходим к Якутскому сельскохозяйственному техникуму. Методист заочного отделения Варвара Николаевна Иванова и тьютор заочного отделения Парасковья Егоровна Аргунова покажут нам подготовку к дистанционной защите дипломных работ студентов заочного отделения. Также мы вещаем на YouTube-канале, и все вебинары записываются. Мы сейчас в течение 30 минут посмотрим защиту выпускных квалификационных работ студентов по специальности музыкальное образование Якутского педагогического колледжа. И сейчас я хочу слово предоставить директору колледжа Надежде Павловне. Пожалуйста, Надежда Павловна. Спасибо. Добрый день, уважаемые председатели, члены комиссии, коллеги и все, кто сейчас с нами в эфире. Для нашего колледжа эта неделя очень такая волнительная, насыщенная, потому что у нас проходит защита выпускных квалификационных работ. Уже защитили свои работы
студенты заочного обучения по специальности дошкольное образование и физическая культура. И с вчерашнего дня у нас начались защиты студентов очного обучения, это дошкольное образование, и вот сегодня начинают свои защиты студенты по специальности музыкальное образование. Конечно же, мы очень волнуемся, потому что сегодняшний день, вот этот эфир, можно сказать, да, тоже результат труда наших преподавателей. И я очень надеюсь, что наши выпускники будут самыми высококвалифицированными, получат компетенции и будут работать в школах необъятной республики. Я желаю всем удачной защиты и для всех, чтобы этот эфир был очень интересным. Спасибо. Спасибо, Надежда Павловна. Мы тогда сейчас переходим на онлайн-защиту выпускных квалификационных работ. У нас защищает работу Кочекеева Даяна Альбертовна. Извините, видно, да, коллеги? Нет? Не видно? Даяна Альбертовна не видно. Вас очень хорошо слышно, но нет, не видно ничего, просто это стоит. Ирина Александровна, еще раз повторите, где Даяна? Она же была тут в эфире. Даяна. Ага. Вот. Сейчас узнаем. Все, вот она сейчас появилась. Подождем. Она сейчас зайдет, сказали. Те, которые не выступают, прошу выключить микрофоны, чтобы мы не мешали, чтобы сбоев не было. Терпение, пока коллеги подключаются. Даяна Альбертовна, вы можете начинать защиту. Ага, хорошо. Ага, хорошо, видно. Ага. Здравствуйте, уважаемая комиссия и преподаватели. Я студентка МО-4В Кочкеева Даяна Альбертовна. Разрешите начать защиту нашей исследовательской работы на тему использования детских музыкальных инструментов для развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Работа состоит из 2 глав. В каждой главе по 3 параграфа, заключение и список использованных источников. Актуальность исследований. Динамический слух – это разновидность музыкального слуха, который позволяет слышать музыку во всей полноте ее выразительных красочных средств. Развитие динамического слуха способствует выразительности детского исполнительства, полноте восприятия музыки. Дети различают динамику как выразительное средство музыки. Наталья Алексеевна Ветлугина считает, что наиболее эффективно динамический слух развивается при игре на детских музыкальных инструментах. Для развития динамического слуха применяются все инструменты, на которых дети могут произвольно усиливать или ослаблять звучание в зависимости от игровой ситуации горячо-холодно. На музыкальных занятиях в ДОУ выясняется, что дети не совсем точно представляют динамику как средство музыкальной выразительности. Дети не могут выразительно исполнить пьесу на инструментах с динамическими оттенками. Одним из путей решения данной проблемы является применение цикла разработанных упражнений.
Объект исследования. Процесс развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Предмет исследования. Использование детских музыкальных инструментов для развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что развитие динамического слуха детей дошкольного возраста будет более эффективным при следующих условиях. Первое. Если будут учитываться возрастные особенности в развитии динамического слуха детей дошкольного возраста. Второе. Будут включаться в занятия различные виды музыкальной деятельности. Третье. Будут планомерно использоваться разработанные... Даяна, извините, презентацию включите, пожалуйста. О, я не могу здесь включать. Хорошо, потом, ага. Ну все, значит, дальше продолжайте. Эти будут планомерно использоваться разработанные упражнения для развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Цель исследования – выявление эффективности разработанных упражнений с использованием детских музыкальных инструментов для развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Задачи исследования. Первое. Изучить психолого-педагогические основы развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Второе. Выявить уровень развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Третье. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию динамического слуха детей дошкольного возраста. И четвертое. Сделать сравнительный анализ полученных результатов. Глава 1. Психолого-педагогические основы динамического слуха у детей дошкольного возраста. В первом параграфе 1.1 мы рассмотрели теоретические основы развития динамического слуха. Во втором параграфе 1.2 мы раскрыли развитие динамического слуха с использованием детских музыкальных инструментов. В третьем параграфе 1.3 мы определили методику развития динамического слуха детей дошкольного возраста с использованием детских музыкальных инструментов. Глава 2. Организация опытно-экспериментальной работы по использованию детских музыкальных инструментов для развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Параграф 2.1. Мы провели первичную диагностику уровня развития динамического слуха по методике Натальи Алексеевны Ветлугиной у детей экспериментальной и контрольной группы. Методы проведения диагностики. Это были наблюдение, беседа, практическая работа, анализ развития динамического слуха. В параграфе 2.2 цикл упражнений для развития динамического слуха детей дошкольного возраста. Мы провели 8 музыкальных занятий в экспериментальной группе Доу Чоранчик по методике Радыновой в селе Майя Мегина Кангаласского района. Цель – развитие динамического слуха детей дошкольного возраста посредством упражнений с использованием детских музыкальных инструментов. Разрешите представить одно из проведенных занятий по развитию динамического слуха. Занятие номер 1. Цель – учить детей различать настроение и динамические оттенки в музыке. Музыкальный материал. Музыка Даренского «Дождик», Майкопара «Осень». Оборудование. Персональный компьютер, детские музыкальные инструменты. Ход занятия. На занятии мы познакомились с композитором Майкопаром и его музыкальной картиной «Осень». Мы проанализировали с детьми время года осень. Какая погода бывает осенью, какие деревья в лесу, как ведут себя животные. После этого я предложила послушать и проанализировать пьесу «Осень». Какое же настроение у музыки? Какой характер? Потом я спрашивала у детей, что чаще всего бывает осенью. Верно, дождик. Во время дождика какое бывает настроение? Давайте попробуем под музыку Даренского «Дождик» изобразить при помощи металлофона характер дождя. Слабый, средний и сильный.
Потом я в конце спросила у детей, как вы думаете, ребята, нам помог инструмент показать характер дождя и динамические оттенки? Молодцы, ребята. Далее переходим к параграфу 2.3. Это у нас сравнительный анализ полученных результатов. Цель – уточнение результатов правильности поставленной гипотезы. Итак, мы провели 3 этапа опытной экспериментальной работы. На первом этапе, констатирующем, мы определили уровень развития динамического слуха у детей средней группы ДОУ ЕПК «Мозаика» в экспериментальной группе и в средней группе «Мозаика ДОУ ЕПК» в контрольной группе. На втором этапе провели 8 музыкальных занятий по развитию динамического слуха в экспериментальной группе. На третьем этапе в контрольной мы провели сравнительный анализ полученных результатов. В результате проведенной работы у детей экспериментальной группы значительно повысился уровень динамического слуха. Было высокий уровень 1 ребенок 10%, стало 4 ребенка 40%. Средний уровень было 6 детей 60%, стало 5 детей 50%. Низкий уровень было 3 ребенка 30%, стало 1 ребенок 10%. Таким образом, цель нашей исследовательской работы достигнута. Это говорит о том, что гипотеза была верной. Если применять составленные упражнения, то повысится уровень динамического слуха у детей дошкольного возраста. Спасибо за внимание. Спасибо, Даяна Альбертовна. Вопросы есть, коллеги? Да, я хочу Даяне Альбертовне задать вопрос. Еще раз, Даяна, пожалуйста, что же такое динамический слух? Динамический слух – это разновидность музыкального слуха, который позволяет слышать музыку во всей ее полноте. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос, Даяна Альбертовна. Тогда что вы рекомендуете для работников уже в детском саду вот по развитию динамического слуха? На что обратить внимание нужно? Ну, сначала нужно обратить внимание в возраст детей. Так. И, во-вторых, если будем включать в занятия различные виды деятельности, это как хоровое пение, движение под музыку и игра на детских музыкальных инструментах. И, конечно же, если будем применять разработанные упражнения для развития динамического слуха с музыкальными инструментами. А вы сами какое-то упражнение разработали, кроме уже известных? Какое-то, может быть, есть свое? Ну, я вот показала, которое Вот сама это ваше, да? Это ваше? Мы с руководителем сами сделали. Хорошо, это авторство ваше, значит, да? Получается. Спасибо. Вопросы еще есть? У меня вопрос. Да, пожалуйста. Назовите, пожалуйста, выразительные средства музыки. Выразительные средства музыки, да? Средства. Да. Ой. Ну, вспоминайте. Динамика, тембр, да? Да, да. Динамика, тембр, ритм. Еще. Все. Ну, хорошо. Тембр или что-то там, еще что-то есть? Так. Ну, подскажите. Вот вы нам демонстрировали это на инструменте. У меня потерялась девочка. Ага. Ну, хорошо. Ну, ладно, основной назвали. Спасибо. Расстроилась немножко, да? Хорошо, еще есть вопросы? Хорошо, нету, да? Так, научный руководитель у нас подключен или зачитывает Ирина Анатольевна?
Олег Алексеевич должен быть. Есть, да, он? Не зашел, походу. А Ирина Анатольевна? Я здесь. Ага. Тогда, может быть, с рецензией что-то? Вопросы, замечания есть в рецензии? Ну, замечаний как таковых нету, есть Мгм. рекомендации. Вот в сложных условиях Пожелания? рекомендация просто вообще общий Мгм. взгляд на работу. Значит, рецензент пишет: на мой взгляд, проведена успешная исследовательская работа по развитию динамического слуха у детей дошкольного возраста. В сложных условиях дистанционной работы с детьми получила неплохие результаты. Работа содержательно выполнена на высоком уровне, заслуживает оценки 5. Рецензию дает Мегина Светлана Ивановна, это заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, отличник системы образования Республики Саха-Якутия, учитель музыки средней школы номер 7 города Якутска. Хорошо, спасибо. Нету, да, научного руководителя? Не подключился? Ну, в отзыве ничего нет, все хорошо, да? Да. Хорошо. Спасибо научный большое. Подключился, да? Здесь. Хорошо, слушаем вас, слушаем. Мгм. Да, подключился. Отлично, хорошо. Да, я, значит, хочу сказать то, что в течение года Даяна работала, в общем-то, очень плодотворно. Она, значит, изучила и проанализировала так материал по заданной теме, так? Выполняла задания все в срок, так? И, значит, успешно провела, вот как я видел здесь, пока мозаика, она провела первый этап экспериментальной так работы. Вот. Хорошо. Вот. Ну и, значит, работа выполнена на хорошем уровне и может быть, Защищена. отмечена как Хорошо. хорошая, в общем, так скажем. Хорошо, спасибо большое. На хорошем уровне Так. была работа. Мгм. Хорошо, спасибо. Всё. Даяна Всё, Альбертовна, спасибо за есть что внимание. сказать еще? Да Заключительное нет, ваше огромную слово. благодарность, конечно, говорю своему научному руководителю Очень за хорошо. то, что так, думаю, что так хорошо защитилась, поэтому, конечно, огромная благодарность моему научному руководителю и моим педагогам с Якутского педколледжа. Хорошо, спасибо. Вы дальше продолжаете где работать? После колледжа Я куда-то вот, идете? нашла работу по профессии здесь, в Мегино-Кангаласском районе, в селе Майя, в средней общеобразовательной школе имени Охлопкова. Хорошо, очень удачи вам. Спасибо, спасибо. И вам Мгм. спасибо. Так, Ирина Анатольевна, дальше у нас кто? Выступает Борис Данил Семенович. Мгм. Хорошо. Здравствуйте всем. Можно, да? Здравствуйте, уважаемые члены комиссии и преподаватели. Я студент МОН-4 курса Борисов Данил Семенович. Разрешите представить нашу исследовательскую работу на тему «Инструментальная деятельность как средство развития творческих способностей на внеурочных занятиях у детей младшего школьного возраста». Работа состоит из 2 глав, в каждой главе по 3 параграфа, заключение, список использованных источников и переложения. Развитие творческих способностей ребенка на уроке музыки было и остается одной из актуальных задач музыкального воспитания, так как человек, почувствовавший радость творчества, более ясно понимает и ценит то, что сделано и делается в этой сфере. В настоящее время в нашей республике реализуется проект «Музыка для всех», в котором предполагается увеличение часов на внеурочную инструментальную деятельность. Дети, начиная с начального класса, активно обучаются на детских музыкальных инструментах, фортепиано, баяне, аккордеоне, в основном на внеурочных занятиях. Однако в процессе работы обнаруживается, что у некоторых детей творческие способности развиты настолько слабо, что они не могут сразу включиться в музыкальную деятельность, затрудняются в сочинении ритмического аккомпанемента, в решении музыкальных творческих заданий, ведут себя пассивно.
Одним из путей решения данной задачи является подбор заданий с использованием детских музыкальных инструментов для развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. Объект исследования – процесс развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. Предмет исследования – использование инструментальной деятельности для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. Гипотеза исследования – мы предполагаем, что развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста будет более эффективным при следующих условиях. Если будут учитываться возрастные особенности при выполнении практических заданий у детей младшего школьного возраста, будут включаться в занятия различные виды музыкальной деятельности, движение, пение, игра на детских инструментах. Будут планомерно использоваться разработанные задания для развития творческих способностей. Цель – выявить эффективность заданий для развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. Задачи исследования. Первая задача – изучить теоретические основы развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. Вторая задача – выявить уровень развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. Третья задача – провести опытно-экспериментальную работу по развитию творческих способностей у детей младшего школьного возраста. И четвертая задача – сделать сравнительный анализ полученных результатов опытно-экспериментальной работы. Глава 1. Теоретические основы развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. В первом параграфе мы рассмотрели теоретические основы развития творческих способностей. Во втором параграфе мы раскрыли развитие творческих способностей с использованием инструментальной деятельности. В третьем параграфе мы раскрыли методику развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста с инструментальной деятельности. Глава 2. Организация опытно-экспериментальной работы по развитию творческих способностей в процессе инструментальной деятельности на внеурочных занятиях у детей младшего школьного возраста. Мы провели 3 этапа опытно-экспериментальной работы. По первому этапу, констатирующему нашей исследовательской работы, мы получили следующие результаты. Экспериментальная группа – высокий уровень, 2 обучающихся 20%, средний уровень, 5 обучающихся 50%, низкий уровень, 3 обучающихся 30%. На втором этапе, формирующем нами, проведены 8 внеурочных занятий по программе Жуковской с применением заданий для развития творческих способностей у детей экспериментального класса Алтанской средней общеобразовательной школы Мгинского улуса. Цель – развитие творческих способностей у учащихся экспериментального класса посредством заданий с использованием детских музыкальных инструментов. Разрешите представить одно внеурочное занятие для развития творческих способностей. Занятие номер 5. Шумовые ударные инструменты. Цель – знакомство с тембрами шумовых ударных инструментов, развитие творческих способностей. Код занятия. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся с ударно-шумовыми инструментами детского оркестра. Как вы думаете, почему их называют шумовыми? Ответы детей. Правильно, потому что вместо определенных звуков они издают шумовые неопределенные звуки. Но, несмотря на это, шумовые звуки тоже имеют свой тембр. Кто ответит, что такое тембр? Ответы детей. Верно, тембр – это окраска звука. Шумовые ударные инструменты имеют 4 вида. 4 тембра. Первый тембр – звенящий тембр. В ней входит треугольник, колокольчик, румба, бубенцы. Второй тембр – это стучащий тембр. В ней входят ложки, коробочка, буковые палочки и блок-блок. Третий тембр – это шуршащий тембр. В ней входят маракасы, погремушка и шейкер. И четвертый тембр – это инструменты, обладающие гулким и резонирующим звуком. Барабан, бинго-бонго и другие. А теперь слушаем задание. Все мы знаем тему 3 кота в музыке. Это ответы детей. Правильно, песня «Танец-марш». Только надо быть внимательным. Танцы могут быть разными. Задание.
Распределить следующих животных: медведь, волк, лиса, заяц, белка, бурундук по 3 жанрам. Песня, танец, марш. Выбери инструмент, подходящий по тембру к характеру животного, и исполни в определенном жанре. Например, белка. Какой выберем жанр? Мы выберем жанр танец, полька. А тембр – стучащий тембр. Выберем инструмент буковые палочки. Попробуем исполнить под музыку польки. Ага. А теперь я даю вам задание изобразить медведя, выбрать тембр и жанр. Учащиеся выполняют задание. А на 3-м этапе контрольном мы провели сравнительный анализ полученных результатов и выявили повышение творческих способностей в экспериментальной группе. В результате проведенной работы у детей значительно повысился уровень творческих способностей. Высокий уровень было 2 обучающихся 20%, стало 5 обучающихся 50%. Средний уровень было 5 обучающихся 50%, стало 4 обучающихся 40%. Низкий уровень было 3 обучающихся 30%, стало 1 обучающийся 10%. Таким образом, цель нашей исследовательской работы достигнута. Это говорит о том, что гипотеза была верной. Если применять составленные задания, то повысится уровень развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста. Спасибо за внимание. Спасибо, Даниил Семенович. Так, вопросы, коллеги, пожалуйста. Даниил Семенович, у меня вопрос. Охарактеризуйте или дайте определение, что такое инструментальная деятельность? Инструментальная деятельность – это один из видов коллективной исполнительской деятельности учащихся, которая выражается игрой на детских музыкальных инструментах. Хорошо. Спасибо. Так, еще вопросы, пожалуйста. А скажите, пожалуйста, что, по-вашему, просто вот своими словами творческая способность детей? Творческие способности детей. Какие это способности? Творческие Так развитие много про них творческих... говорили. Ага. Это процесс качественного изменения творческих проявлений Каких? детей в создании чего-то нового. Не поняла, еще можно? Каких творческих способностей конкретно? Именно. Развитие творческих способностей – это процесс качественного изменения творческих проявлений детей в создании чего-то нового в сфере идей и музыкального искусства. Ну вот вы провели такую работу большую. Вот. Конкретно какая вот творческая вот работа у детей была? Творческая способность конкретно какая вот? Инструментальное творчество. Угу. Хорошо, спасибо. Так, еще вопросы есть? Пожалуйста. Да, можно я? Да, Я конечно. хочу вот в развитии творческих способностей в процессе инструментальной деятельности вы в гипотезе включаете различные виды деятельности. Какие виды деятельности одновременно в игре на музыкальных инструментах вы используете и, может быть, какой-то пример приведете? Меня слышно? Какие еще виды деятельности одновременно? Они не только играют, что виды еще делают? деятельности можно движение, и петь можно, и играть на детских музыкальных инструментах. Одновременно, да? Может быть, Да. приведете пример какое-то произведение, которое можно сыграть и спеть?
О, сейчас у меня инструментов нету. Просто название. Название. Что, например? Мгм. Ну, можно песню «Родина моя» можно взять. Можно петь, и инструменты можно взять барабан. Ну, любой инструмент можно взять. Маракасы, некоторые детей стучащий тембр можно давать. Мгм. Дети сами подбирают инструменты, это тоже творчество. Да, дети сами. Мгм. Хорошо, спасибо. Еще есть вопросы? Мгм. Данил Семенович, а вот какие из этих шумящих больше понравились детям? Ну, сами, за какими инструментами они тянутся быстрее схватить? Ну, ложки, Ложки? стучащий тембр. Мгм. Мгм. И еще шумовые инструменты. Ну, хорошо. Вот там у вас в работе представлены еще фотографии, да, рисунки какие-то были, да? А дети рисовали сами вот еще что-то? Там у вас просто из интернета были взяты рисунки, а дети Да. что-то рисовали? Дети, да, могут. Мгм. Но это творческие тогда способности, правильно же? Да, творческие способности. Вот, уже ближе. Ну, хорошо. Есть еще вопросы? Нету, да? Пожалуйста, научный руководитель. Мгм. Здесь же у нас, да? Опять же я. Да, звездный час ваш. Здравствуйте. Олег Алексеевич, опять же я говорю. Да, Вот, значит, ну, насчет Борисова, значит, Борисов Данил в течение года, вот, просто меня радовал. Как говорится, у меня таких студентов так мало было. Вот. Ну вот, единственное, имею в виду из мальчиков. Из девочек так как-то лучше было, да? А из мальчиков у меня вот первый раз вот такой обязательный, дисциплинированный, все задания приносил всегда, даже раньше, чем надо, приносил, все делал. Поэтому я, значит, ему ставлю сам как за свою работу в течение года. В течение года он ввел 3 этапа работы. Значит, мы начали где-то в октябре, в сентябре начали мы, и в декабре месяце он провел уже в 7-й школе первичную диагностику, так скажем. Но на этом он не успокоился, он приехал в Амгинский район и провел повторную диагностику, то есть еще раз первичную еще раз сделал, чтобы, получить еще какие-то достоверные, лучшие так, результаты. Так Хорошо. вот. Он где-то апреле месяце сделал еще одну диагностику, и в мае, в конце мая сделал повторную. То есть он, можно сказать, вот, сделал, как бы сказать, еще 3 диагностики, в общем, сделал. Не 2, как положено, а 3 диагностики. Хорошо, спасибо. Поэтому, значит, поэтому я, значит, как говорится, хочу сказать, что действительно положительную отметку, чтобы попросить. Хорошо, спасибо. 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 Хорошо, спасибо. Так, Ирина Анатольевна, рецензия? Так, рецензию дает также Мегина Светлана Ивановна. Она отмечает в работе, что развитие творческих способностей была и остается одной из актуальных задач музыкального воспитания. В связи с этим в педагогической науке и практике повысилось внимание к проблеме развития творческих способностей у младших школьников, в том числе и в области музыкального воспитания. Работа содержательна, выполнена на хорошем уровне и заслуживает оценки «отлично». Хорошо, спасибо.
Так, Даниил Семенович, ваше заключительное слово, пожалуйста. Огромное спасибо я скажу моему руководителю Олегу Алексеевичу и всем моим преподавателям педколледжа. Хорошо. Ваши дальнейшие планы? Ну, я дальше буду учиться. Так, Да. поступаете, да? Да. Куда, если не секрет? Ну, в Улан-Удэ институт искусства и культуры. Хорошо, спасибо. Но успехов вам уже в получении высшего образования. Спасибо. Мгм. Спасибо. Спасибо. Алексей Геннадьевич, Так, ну дальше мы все как у нас? выходим, да, и Так. подключаемся обратно. Оп. К Zoom подключаемся. Какой насыщенный день. Хорошо, спасибо. Идем туда. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Мы посмотрели, как проходит защита выпускных квалификационных работ Якутского педагогического колледжа. Благодарим педагогический коллектив Надежду Павловну за представленную возможность посмотреть, как у них проходит защита в дистанционном формате, работы экзаменационной комиссии и выступления рецензентов, порядок защиты выпускных квалификационных работ. Вся работа у них проходит на платформе Zoom. Защита у них продолжается, и мы пожелаем им успехов. Дальше мы продолжаем наш вебинар. Спикером у нас сейчас выступит Филиппова Виктория Георгиевна, преподаватель высшей категории. Виктория Георгиевна, вы на связи, да? Да, здравствуйте. Слушаю. Добрый день. Я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Слышно Добрый день, вас, дорогие. Что? Плохо Слышно? Хорошо. Очень хорошо. Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо, что решились присоединиться к нашему вебинару. Зовут меня Филиппова Виктория Георгиевна. Я преподаю английский язык на музыкальном отделении Якутского педагогического колледжа. Сейчас, минутку. Слайды. Тема сегодняшнего, тема сегодняшнего вебинара – это методические рекомендации по разработке электронного пособия на примере электронного учебного пособия по английскому языку на тему «Музыкальные инструменты». Естественно, пособие предназначено для студентов музыкального отделения. Но хотелось бы начать с того, что нам всем, оказавшимся в условиях самоизоляции, пришлось практически спонтанно перестраивать весь учебный процесс. Более того, пришлось практически на ходу перестраивать процесс передачи и контроля знаний. Но хотя, с другой стороны, конечно, переход на дистанционное обучение наконец-то предоставил нам возможность скомпилировать весь накопившийся учебный материал, и я не сомневаюсь, что многие из нас наконец-то решили, что настало время для создания электронных учебных пособий, может быть, даже электронных учебников. Конечно, прежде чем перейти непосредственно к разработке учебного пособия, нам необходимо рассмотреть некоторые теоретические вопросы, но в частности предлагаю начать с таких вопросов, как определение, принцип разработки, методические требования, требования к содержанию и оформлению. Далее несколько слов будет о программе, в которой создавался сборник программе Sunraf Book Office, и об образовательных сервисах, в которых создавались тесты для контроля знаний. Это Google Форма, Learning Apps и Learnis. Итак, электронное учебное пособие – это учебное издание, которое дополняет или частично заменяет учебник. То есть учебное пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь часть, несколько разделов примерной программы. Преимущество электронного пособия заключается в том, что есть возможность компактного хранения большого объема информации. Информация легко актуализируется, дополняется и расширяется.
Существуют широкие возможности поиска новой информации по любой дисциплине, возможность выполнения интерактивных упражнений и тестов. Имеются широкие возможности использования графической, аудио и видеоконференции. И, конечно, наверное, одно из главных преимуществ – это хорошая структурированность. Разрабатывая пособие, нам необходимо опираться на такие основные принципы, как принцип приоритетности педагогического подхода, принцип модуля, принцип полноты, наглядности, ветвления и принцип регулирования. Но принцип регулирования, вот хотелось бы на нем остановиться, что заключается в том, что учащийся самостоятельно управляет сменой кадров. И мы не должны забывать, что пользователь, наш студент, должен чувствовать себя при работе с электронным учебным пособием очень комфортно. И я немножко вернусь назад, раскрою принцип полноты, потому что очень достаточно важный принцип, потому что каждый модуль может и должен включать следующие компоненты. Это теоретическое ядро, контрольные вопросы по теории, примеры, задачи и упражнения для самостоятельного решения, контрольные вопросы по модулю с ответами, контрольные тесты по всему курсу. Что касается методических требований, то они сводятся к следующему. Пособие должно отвечать требованию полноты содержания, которое позволяет в полной мере реализовать методические цели обучения. Пособие должно разрабатываться на основе педагогического сценария. Должны использоваться педагогические методы и технологии должны использоваться с учетом специфики каждой конкретной учебной дисциплины. Требования к содержанию. Ну, во-первых, учебный материал модуля должен иметь некоторый завершенный смысл, но в то же время текстовый материал, который предъявляется в блоке, должен быть минимальным по объему. Текстовый материал должен сопровождаться иллюстративным материалом, а он облегчает восприятие и усвоение учебной информации. Но, однако, мы должны помнить, что в модуле должны присутствовать только те иллюстрации, которые непосредственно связаны с текстом. Текстовый материал электронного учебного пособия не должен полностью повторять тексты бумажного учебника. Поэтому советуют вводить в электронные учебные пособия элементы различных технологий развивающего обучения, например, проблемного. По ходу изучения учебного материала должны вводиться задания, которые будут стимулировать самостоятельность и развивать мышление. Поэтому в электронном учебном пособии электронное учебное пособие должно содержать встроенный раздел с контрольными вопросами, упражнениями, задачами. Также необходимо, чтобы в электронном пособии был справочный глоссарий. Ну и, наконец, электронное учебное пособие должно иметь тестирующую систему. Что касается оформления, то хотелось бы остановиться на том, что оформление должно способствовать эстетичному и удобному представлению учебного материала для его легкого усвоения. Количество слов должно быть ограниченным, чтобы объем текстового материала не утомлял обучаемого. Рекомендуют не перегружать страницу резко различными контрастирующими шрифтами. Элементы управления должны быть понятными и простыми, и не отвлекать внимание от основного учебного материала. И так как наше электронное учебное пособие находится в открытом окружении, то количество и размеры графических объектов и аудио-видеоматериалов должны быть минимальными, так как они занимают много места в памяти компьютера. И любая анимация не должна зависеть от стандартов компьютера. И, наконец, немаловажный вопрос. При написании электронного учебного пособия следует разобраться в понятиях автор или автор-составитель. Если материал заимствован отдельными фрагментами дословно из различных источников, а нами сделано лишь логическое построение учебного пособия, то мы являемся авторами-составителями. И в этом случае по тексту обязательно должны быть сделаны ссылки на источники. Следующий раздел мы рассмотрим программы и сервисы для создания электронных учебных пособий. Пособие, в котором создана программа, в котором создан мой сборник, это Sun RAV Book Office.
Достаточно простая в исполнении программа для создания и редактирования электронных учебных пособий, справочников, методичек. А основные возможности в этой программе заключаются в том, что можно быстро и легко перенести документы в формат SunRavBook. А работать в программе может пользователь с минимальным уровнем компьютерной грамотности, переучиваться не надо, но исходя из собственного опыта, хочу подчеркнуть, что есть некоторые недостатки, о которых скажу чуть ниже. Как уже было отмечено, электронное учебное пособие должно содержать раздел с контрольными вопросами, упражнениями и задачами. Для этой цели можно использовать такие сервисы, как Google Форма. Google Форма позволяет создавать тесты с разными типами вопросов. В тест можно добавлять видеоролики, фотографии, а самое главное, имеется возможность контролировать ответы студентов. Следующий образовательный ресурс – это Learning Apps, приложение для создания интерактивных заданий разных уровней сложности, викторин, кроссвордов, пазлов, игр, сервис совершенно несложный в освоении. Не менее интересна и программа Learnis, которая предназначена для создания учебных веб-квестов, викторин и интеллектуальных онлайн-игр. Но теперь позвольте перейти непосредственно к обзору моего электронного учебного пособия. Итак, как я уже говорила, мое электронное пособие было создано в программе SunRavBook Office. Вот это титульный лист, это сборник упражнений по развитию навыков аудирования и расширению словарного запаса студентов по теме музыкальные инструменты. Так как все материалы были заимствованы мною из различных источников, а я только скомпилировала этот аутентичный материал, то, естественно, являюсь я просто составителем, что отражено на титульной странице. А в последнем разделе, представлены интернет-источники, откуда были заимствованы эти материалы. Итак, во введении прописано... А можно немножко расширить? Нет? Здесь не расширяется, да? Или вот здесь вот немножко делать? Ага. Минуточку, извините за технический. Вот так. Так, во введении у меня прописан цель сборника, указывается, для кого сборник предназначен, как структурирован материал. Собственно, как вы видите, материал разбит на модули тематические. Подача материала идет от простого к сложному. Вот, допустим, первый раздел у нас «Музыкальные инструменты». Само название «Музыкальные инструменты» подразумевает, что здесь будет ознакомление непосредственно с названиями музыкальных инструментов. И этот раздел предназначен для отработки произношения. Вот мы можем с вами сейчас посмотреть видео. H. Heart. Сейчас I. Извините, звук идет? Да, слышно? Ага, спасибо. Instruments. Так, извините, выключу сейчас. Значит, предпоследний раздел «Оркестр», соответственно, там у меня собран более сложный тематический материал по теме «Оркестр», где речь идет о семьях музыкальных инструментов, и здесь уже лексический материал немножко сложнее. Сейчас, извините. Some woodwind instruments have a reed that has two parts called a double reed. Instruments like the oboe and the bassoon. Вот здесь речь идет об особенностях разных групп музыкальных инструментов.
Также в сборник включены темы. Это струнные музыкальные инструменты, медные духовые, ударные и так далее, и необычные. Что касается структуры, то каждый раздел состоит из текста. Вы видите, что, в принципе, требование минимальности объема соблюдается. Текст с пропущенными словами, к нему прилагается видео. Студенты должны посмотреть видео, вставить пропущенные слова. И затем на контроль понимания текста, это на самом деле хорошо идет текст. Sorry. Сейчас другой посмотрим. Здесь какая-то ошибка. Вот The violin is played by musicians студенты in a должны wide variety of musical посмотреть genres, видео, including baroque ответить music, на вопросы, classical, заполнить jazz, пропуски и folk затем music, ответить на and вопросы. rock and roll. Здесь еще можно послушать информацию о мандолине, гитаре. Затем, да, тексты минимальные по объему. В данном сборнике не представлен словарь по той причине, что в Sunrough Book есть функция подсказка, и вот она выделена, мы наводим курсор на слово, выделенное зеленым шрифтом, и появляется перевод слова. Достаточно удобно. Так, но какой бы хорошей ни была программа, естественно, у нас, по крайней мере у меня, встретились и минусы. В частности, столкнулась с такой проблемой, что если бы... Дело в том, что программа не дала мне возможность загрузить ссылки на тесты, которые находятся на образовательных ресурсах, вернее. Если бы у меня был просто текстовой материал, тогда в PDF Sunrough Book очень замечательно компилирует книгу, открываются все ссылки, но тогда, как понятно, не показывается видео. Поэтому вот тут небольшая проблема. Чтобы решить эту проблему, я, создав тесты на сервисе Learning Apps и Learnis и Google Form, разместила их в Google классе. Тут же поместила и сборник, и расписала, какие тесты соответствуют каким разделам. Вот, допустим, разделу музыкальные инструменты, это в Learning Apps такое задание интересно, оно будет интересно не только для, может быть, школьников, но и даже для студентов и для взрослых, найти слова, которые выучили студенты. Вот drums или flute, допустим. Далее в разделе оркестр более сложное упражнение, более сложный тест. Это нужно распределить музыкальные инструменты по группам. А вообще Learning Apps – это подарок для преподавателей английского языка, потому что там есть функция озвучивания текста. То есть вот задание: распределите музыкальные инструменты по группам, струнные, деревянные, духовые и так далее. Мы слушаем название музыкального инструмента. Drum. Вот, drum. И, соответственно, понимаем, что это у нас ударные. Можем проверить. Да, совершенно верно. Следующий тест тоже к разделу оркестр. Это тест тоже в Learning App, он немножко сложнее. Здесь задание прослушать вопрос и прослушать ответ и выбрать правильный ответ. То есть студенты слушают и выбирают. What vibration do the brass instruments use to produce the sounds? Ну и два ответа. Lip vibration. Nose vibration. Соответственно. И в Google форме у меня тест, так, brass виселица, но тоже интересно. И в Google форм у меня создан тест,
Здесь такой более визуальный, текстовой. Надо дать найти соответствующее описание тому или иному музыкальному инструменту. Можно меня теперь включить, пожалуйста? Можно, да? Ну вот, подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что электронные учебные пособия благодаря своей исключительно высокой степени наглядности, комплектности, комплекс и интерактивности являются незаменимыми помощниками как для ученика, так и для учителя. Остается только пожелать нам, педагогам, повышать свою компьютерную грамотность, изучать и применять в своей работе новые образовательные ресурсы и технологии. Спасибо за внимание. Спасибо, Если Виктория есть Георгиевна. вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Вопросы, пожалуйста. Действительно, разработка и внедрение в учебный процесс электронных учебников и пособий сейчас активно разрабатывается в настоящее время. И об этом сегодня нам подробно рассказала о своей разработке по созданию электронных учебников пособий Виктория Георгиевна. Какую программу используют, какие плюсы и минусы. Очень подробно нам рассказала. Пожалуйста, вопросы есть? Угу. Так, еще раз благодарим Викторию Георгиевну. Сейчас выступает по программе Якутский сельскохозяйственный техникум. Пожалуйста, вы готовы? Да, здравствуйте. Варвара Слышно, Николаевна, да? Прасковья Слышно? Егоровна. Вас слышно. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас открою слайд. Так, тема подготовка к дистанционной защиты дипломной работы студентов заочного отделения Якутского сельскохозяйственного техникума. С 23 мая по 21 июня 2020 года в Якутском сельскохозяйственном техникуме начала свою работу Государственная экзаменационная комиссия. Первыми к защите выпускных квалификационных работ приступили выпускники заочной формы обучения по 6 специальностям. Так, видно на слайде, лесное лесопарковое хозяйство, право организации социального обеспечения, охотоведение, звероводство, семейно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет по отраслям и механизация сельского хозяйства. Всего защитились 132 выпускника. Студенты участвовали в защите ВПР удаленно, кто с рабочих мест или из дома. География обширная, скажем так, от Аймекона до Санкт-Петербурга. В ходе защиты возникали технические неполадки с некоторыми северными улусами, но вышли из ситуации с применением видеозвонка. С 10 апреля был составлен график установочных семинаров и предзащит, это видно на слайде, которые проходили на видеосервисе Zoom по каждой специальности. Общение с руководителями проходили тоже на платформе Zoom и по мессенджеру WhatsApp. Руководители проверяли работу по электронной почте. И все студенты были заранее оповещены о том, что защита выпускной квалификационной работы будет проходить с применением дистанционных образовательных технологий. И для этого сделали краткую памятку для студентов заочного отделения. Там все подробно объяснили, как будет проходить дистанционной защиты диплома. От студентов требовалось обеспечение работы домашнего компьютера, наличие веб-камеры, гарнитуры, проверить состояние работы сети, обеспечить рабочую зону,
отсутствие посторонних предметов, физических лиц и обязательное требование – это наличие паспорта для идентификации личности. Все происходящее в конференции Zoom записывалось, и на данный момент все хранится в Google диске. Для некоторых членов Государственной экзаменационной комиссии была подготовлена аудитория, которая оснащена оборудованием для бесперебойной качественной видеосвязи, компьютером с доступом в интернет, большим экраном для обеспечения обзора всем членам комиссии одновременно, аудиоколонками, веб-камерой, микрофоном, и обязательное требование – это соблюдение дистанции. Вход на платформу Zoom необходимо было совершить за 30 минут до указанного времени для проверки работы связи. Перед работой осуществлялась демонстрация документа, удостоверяющего личность. После идентификации студент начинает выступление длительностью около 7-10 минут. Обязательное требование – это наличие презентации наглядного материала для комиссии. Каждую дипломную работу комиссия смотрела в электронном варианте в формате PDF. После устного доклада комиссия задавала уточняющие вопросы, а результаты защиты объявляли после защиты всех студентов. В ходе защиты наши выпускники продемонстрировали умение давать четкие, содержательные ответы на вопросы членов комиссии. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, непривычный для нас всех формат с использованием разных платформ для видеосвязи, защита дипломных работ студентов заочного отделения Якутского сельскохозяйственного техникума прошла по всем правилам, четко, организованно и в соответствии с регламентом. Спасибо за внимание. Слово передаю своей коллеге, техническому секретарю Государственной аттестационной комиссии, тьютору заочного отделения Аргуновой Прасковье Егоровне. Здравствуйте. Сейчас я расскажу про документацию по ВКР, по предзащитам. Вся документация по выпускной квалификационной работе находится в обменнике техникума по специальностям, где есть доступ к файлам и папкам для работы. Для каждой специальности созданы папки для заданий, отзывов и рецензий. Руководители и рецензенты отправляли по электронной почте оригиналы с подписью и печатью. Документы все преобразовали в формате PDF. Ну вот, выглядит таким образом. Титульные листы выпускной квалификационной работы тоже утверждены заместителем директора по учебной работе за 10 дней до защиты. Распечатали работу с титульными и заданиями, отзывами и рецензиями, вложили в одну единую папку для документов. Работу студентов в формате Word предоставлены в электронном виде. После прохождения норм контроля конвертировали тоже в PDF с титульными листом и с приложениями, на котором есть все подписи и оригиналы. Это было удобно для доступа работы с экзаменационной комиссией. Также презентации и тезисы студентами были отправлены заранее по электронной почте, чтобы подготовиться к выступлению на платформе Zoom. Для быстрого доступа к конференции сделали единую ссылку с удобным паролем и без зала ожидания, чтобы было удобно студентам. Ну вот тезисы видно и слайды студентов. Из-за отсутствия связи и доступа
к платформе Zoom по специальности лесопарковое хозяйство Смольского района. Студент отправил объяснительное письмо и справку с администрации, что нет связи, и видеосюжет в формате MP4. Презентацию и доклад заранее, за день до защиты. Комиссия рассмотрела документы и видеозапись, и он защитился. Документы к защите ВКР, приказы, сводные ведомости и другие оригиналы после подписи и печати отсканировали с помощью приложения на Android сканер в формате PDF и тоже прикрепили в Google диске. Там мы создали ссылки. Все защиты ВКР сохранены в платформе Zoom на компьютере. У нас 7 защит было примерно и охватило 40 гигабайт объем. Это комиссия работала удаленно, сбоев не было, все прошло хорошо. Ну, в основном вот эти документации, выпускной коллекционной работы сохранены на Google диске и вложили в одну единую папку, сделали ссылки и отправили председателям и членам комиссии заранее для ознакомления с работами студентов. Вот отсюда они вот с почты скачали все документы и распечатали ведомости себе и выставляли оценки. Ну, в Google диске, как видите, все документы можно редактировать, оформлять, сохранять в режиме онлайн. Тоже имеет это преимущество Google, да, со своей удобностью и простотой. Все документы синхронизируются в аккаунте и никуда не теряются. Ну, вы все знаете, что платформа Zoom видеоконференции бесплатная с ограничением 40 минут, рассчитанная на 100 человек. А у нас в предзащите за 40 минут успевали принимать только от 6 до 7 человек. Поэтому мы решили продлить платформу Zoom. И она на месяц продлили, была оплата примерно 1120 рублей, и платформа заработала 24 часа. Стало больше организаторов, до 9 человек, и также принимали до 100 студентов на предзащитах. И это нам позволило сделать несколько предзащит в любое время без отрывов. При этом могли менять организаторов несколько раз. И нужно учитывать, что после окончания видеоконференции автоматически запись защиты выпускной квалификационной работы на компьютер длится примерно от нескольких минут до часу. Ну, в общем, апробация процедуры защиты выпускной квалификационной работы прошла успешно, без технических сбоев, и позволила использовать гибкие подходы к проведению процедуры. И надеемся, что в будущем будем пользоваться всеми техническими средствами. Спасибо за внимание. У меня все. Вас не слышно? Это вопрос, да. Они растут. Слушаем вас. Какие минусы? И какие локальные акты разработаны? Давайте посмотрите вопрос. Плохо слышно. В чате посмотрите вопрос.
Да, слушаю, да. Слышно, да? Какие минусы можете отметить при организации дистанционной защиты квалификационных работ? И какие локальные акты разработали? Ну, при дистанционной защите выпускной квалификационной работы таких сложных проблем, минусов не было. Но со стороны студентов это было со звуком только связано. А видеосвязь хорошо работала. А локальные акты по положению, это выпускные квалификационные работы по техникуме, мы разработали о дистанционной защите БКР. И по этим мы сделали вот эти документацию электронную. Спасибо. Может, еще вопросы есть? Вопросов не поступило. Благодарим за участие. Всем выступившим в цикле вебинаров «Лучшая практика организации дистанционного обучения и удаленной работы» выдаются сертификаты о распространении опыта работы на республиканском уровне, которые будут доступны на сайте ИНФО в электронном варианте. За участие мы благодарим всех профессиональные образовательные организации в цикле вебинаров. И на этом мы желаем всем отличного завершения учебы, плодотворного отдыха и до встречи в новом учебном году. Спасибо еще раз. Thank you.